А почему, собственно, речь идет только о русских миротворцах? К сожалению, это немного неверная информация. В ближайший день-два будет четко озвучено, в каком формате турецкая сторона представлена, Мгм. скажем так, в этих миротворческих. Я почему спрашиваю? Сегодня просто появилось заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина Владимира, который сказал и опроверг, собственно, информацию о размещении турецких военных на территории Нагорного Карабаха. Как вы думаете, почему? Он ссылался на то, Э, что о турецких миротворцах на территории Карабаха в соглашении не было вообще указано. Вот давайте для начала послушаем цитату Дмитрия Пескова и далее продолжим. Про це немає ні слова в тексті заяви, яка була опублікована. Про це не домовлялися сторони. Перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджене. Как воспринимать это заявление? Ну, тут, скажем так, как отметил Мигринский коридор. Возможно, именно основная часть турецких вопросов будет контролировать ситуацию в Мигринском коридоре. Но я не думаю, что это в интересах России. Поэтому в ближайшее время, наверное, будет обговорен формат или совместного патрулирования, или отдельного патрулирования вот этих коридоров. Это раз. Во-вторых, еще непонятно вообще, что будет и будут ли эти коридоры. Подождем того, что произойдет в Армении. Вот я попрошу наших режиссеров сейчас вывести на экраны карты, которые представители инстаграм-проекта «Азербайджан Мапс» немедленно поделились после подписания соглашения об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, и вместе с вами обсудить эту карту. Вот выведите, пожалуйста, карту на экраны. Вот видите, Резванбей, да, вам видно? Да? Вот, и значит, на этой карте можно понять, какие районы перейдут под контроль Азербайджана и в каких из этих районов будут размещены российские миротворцы. Это российские миротворцы, как отмечено зеленым, будут располагаться именно в этих районах. Красные районы, отмеченные красным, это будут, я так понимаю, Армения будет передавать под контроль Азербайджана эти районы. Правильно ли понимаю, что это 3 района, это из тех 7, о которых шла речь ранее? Совершенно верно. Вот то, что заштриховано красным, с правой стороны анклавный, это Агдамский район, с левой стороны, который граничит с Арменией, это Лачинский и Кельбаджарский районы. Но то, что засвечено зеленым цветом, как якобы территория, да, которая будет патрулироваться, и это еще никто не обговаривал. Есть разговор о коридоре шириной 5 километров от Ханкенди через Лачин в Армению. О том, чтобы вот эта вся заштрихованная область была зоной действия миротворцев, ничего об этом не сказано еще. Ну вот в соглашении написано, что армяне могут оставаться жить на этих территориях, которые отмечены зеленым, где будут располагаться, собственно, миротворцы России, и там за их безопасность будет отвечать организация со стороны Организации Объединенных Наций. Но мы же понимаем, что все главенствующие высоты, ущелья находятся под контролем Азербайджана. По идее, Азербайджанская республика освободила полностью своей территории. Вот вы реально верите в то, что армяне и азербайджанцы смогут жить на этой территории дружно, как это было когда-то при Советском Союзе? Вот это вообще возможно? Вы верите в это? Мы хотим верить в это, но на данном этапе пока, конечно же, сложно говорить. Но у нас огромный опыт. В Азербайджане живут сотни различных народов и народностей, и живет около 30 тысяч армян. Что касается карабахских армян, то уже большое количество тех, кто в свое время покинул Карабах, то есть не согласился с режимом так называемого Нагорного Карабаха, они сейчас готовы вернуться в свои дома, то есть они почти 25-30 лет покинули Карабах. Это те люди, которые готовы жить в составе Азербайджана, быть гражданами Азербайджана. Это же самое касается тех жителей, которые хотят сейчас вернуться. То есть те, кто сейчас стали временно беженцами и вынужденными переселенцами. Те, кто готовы жить в рамках законов и Конституции Азербайджана, конечно, они могут в будущем быть интегрированы в наше пространство.